Успешно выйти из кризиса можно только совместными усилиями всего мирового сообщества, и работа Санкт-Петербургского международного экономического форума, собравшего более 2000 политиков и экспертов в разных областях, мощное свидетельство наметившегося прогресса в решении этой глобальной задачи. Для нас самое главное то, что там было подписано такое соглашение о начале реализации проекта развития Южной Якутии. Это был последний документ, который надо было подписать для того, чтобы открылось финансирование за счет федерального бюджета. Задача сложная, потому что там 14 подписывающих сторон, и Министерство регионального развития, и Министерство энергетики, и Росжилдол, Федеральное агентство автомобильных дорог, и «Газпром», и «Росатом». И наша компания, акционерная компания «Алроса», и акционерная компания «Корпорация развития Южной Якутии», и правительство Якутии, 14 сторон. Конечно же, этот документ подготовить, со всеми согласовать, увязать, это чрезвычайно сложная задача. Но до самого последнего момента все держалось на волоске, скажем, за час только до подписания мы сумели согласовать последние штрихи по принципиальным вопросам, которые были у Росавтодора и которые были у «Газпрома». И мне пришлось встречаться специально с Миллером для того, чтобы снять все вопросы. Но теперь вот этот документ подписан, и теперь сняты все препятствия к тому, чтобы начиналось финансирование этого проекта. Финансирование будет выделено сейчас в основном Росавтодору, Росжилдору, Минэнерго России и Росатому на проектирование инфраструктуры, то есть гидроэлектростанции, Иркутского горно-обогатительного комбината, железных дорог, а их там 4, и автомобильных дорог. И правительство Якутии назначил координатором, теперь мы отвечаем за то, чтобы они согласованно, синхронно действовали, осваивали все средства, выдавали нужные результаты и так далее. И теперь уже впереди другой этап работы, не менее сложный. Факт тот, что первую часть мы завершили, и мало кто думал, что такой сложный проект можно реализовать, потому что у нас, реализуется два проекта: Урал-Полярный-Урал-Промышленный и комплексное развитие Южного Приангарья. Но тут наступил кризис. Все заговорили о том, что государство должно прекращать финансировать инвестиционные проекты. Еле-еле и так мы социальную сферу поддерживаем, много разных проблем и так далее, и так далее. И, конечно, в условиях кризиса чрезвычайно сложно было добиться того, чтобы вопрос был решен. Но он решен. И поэтому будем двигаться дальше. Это для нас главный итог. Конечно, было интересно послушать все дискуссии, которые там были, для того, чтобы сориентироваться, как будет развиваться ситуация в целом, что ждет в том числе и республику в ближайшем будущем, в перспективе. Это для наших экономистов. У нас участвовал министр экономического развития Республики Саха-Якутия и первый заместитель председателя правительства Алексеев в форуме. Это, конечно, такая дополнительная информация, пища для размышления, чтобы планировать нашу экономическую деятельность в республике.